Добрый день. Оценивая текущую эпидемиологическую ситуацию в республике, необходимо обратить внимание, что в соответствии с действующим указом главы республики Саха-Якутия на настоящий момент мы находимся в режиме повышенной готовности. И, соответственно, в целом санитарно-эпидемиологическая ситуация на территории республики остается напряженной. Оценивая этап, со 2 июля с сегодняшнего числа мы перешли на второй этап развития событий. Что у нас сегодня за сутки? В целом на территории республики зарегистрировано с начала момента инфекции 4315 случаев. Необходимо обратить внимание, что за прошедшие сутки зарегистрировано 45 случаев новой коронавирусной инфекции. Из них 36 случаев остаются зарегистрированными, и примерно в той же цифре непосредственно сегодня город Якутск показывает на территории города Якутска, муниципальное образование город Якутск. 3 случая зарегистрированы в Мирнинском районе, по 2 случая зарегистрированы в Алданском, в Амгинском, в Чурапчинском, Верхоянском районах и 11 случаев зарегистрирован в Вилюйских улусах. За прошедшие сутки у нас выздоровело 105 человек, именно с выздоровлением которых нам бы и хотелось их сегодня поздравить и поблагодарить медиков за работу. Хочу обратить внимание на следующий момент. Да, действительно, со 2 числа сегодня мы перешли на новый этап ограничений, который может существовать в текущей санитарно-эпидемиологической ситуации. Коэффициент распространения инфекции позволяет нам это сделать. Что является основным и обязательным для всех граждан республики, независимо от того, где они проживают, и, соответственно, независимо от того, есть зарегистрирован случай инфекции на территории района или нет. Это прежде всего ношение масок, это соблюдение социальной дистанции и, конечно же, беречь себя. Обязанностью также остается извещение соответствующих медицинских учреждений при повышении температуры и при возникновении определенного признаков недомогания, связанных в том числе с острыми респираторными заболеваниями. Для граждан, которые старше 65 лет и имеют определенную группу, относятся к определенной группе риска хронических заболеваний, остается режим полной самоизоляции до 14 июля. Необходимо обратить внимание на то, что их режим нахождения на улице, он является у нас ослабленным. Сам по себе можно, небольшие прогулки, но самое главное, как можно меньше допускать контактов. К сожалению, в группе рисков как были, так и остаются. И сегодня непосредственно работа медиков наших это показывает, лица пожилого возраста. Поэтому я и сегодня призываю также беречь прежде всего своих лиц старшего возраста и беспокоиться о родителях и о своих бабушках и дедушках. Второй момент, на который я сегодня бы хотела обратить внимание, это режим работы наших государственных и муниципальных учреждений. Сказать, что мы вернулись к обычной нормальной жизни работы, это сказать неправильно. Государственным муниципальным учреждениям рекомендовано оставить как можно больше, непосредственно работников на удаленной работе и создать условия для того, чтобы не нарушать социальную дистанцию. Соответствующие рекомендации Минтруда будут определены. Что касается непосредственно работы и открытия торговых центров, то, соответственно, открытие торговых центров и мест общего пользования должно как осуществиться как со стороны владельцев центров, соблюдения всех санитарных норм и, соответственно, социальных дистанций, так и со стороны граждан, которые, безусловно, захотят прогуляться в настоящий момент в этих центрах. Что касается открытия межулусных перевозок на территории Республики Саха-Якутия, очень строго я прошу всех граждан, которые будут и пользоваться этими перевозками, и тех, кто непосредственно будет осуществлять перевозки, соблюдать правила Роспотребнадзора, связанные в том числе и с социальным дистанцированием. Поэтому, все сегодня наши послабления, которые есть, они в любом случае определены и ограниченными требованиями Роспотребнадзора Российской Федерации. Спасибо большое. Это был брифинг вице-премьера Якутии Ольги Балабкиной по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе на 2 июля. Мы продолжаем.
стране подводят итоги голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию России. В республике самую активную явку показали жители Оленёкского, Аннабарского, Верхневилюйского, Среднеколымского и Татинского районов. В среднем по республике явка составила 55,56%. За поправки проголосовали 58,34% якутян.